Дорогие друзья, сейчас у всех огородников наступила самая горячая пора. В общем, земля прогревается потихонечку, температура поднимается с каждым днем, скоро лето, и все будут заниматься своими огородами. Как подготовить посадочный материал, а сегодня мы будем говорить о картофеле. Здесь у нас в Северных Широтах, и мой спикер Маргарита Васильевна покажет, расскажет и поделится своим опытом. Здравствуйте, Маргарита Васильевна. Здравствуйте, и всем здравствуйте. Что за картошка? Так, у меня картошка очень много разных сортов. Еще там у меня их вообще по 2 штуки сортов сестра отправила для экспериментов. Она выращивает на Кольском, за короткое лето они дают урожай неплохой. Вот буду тоже с ними возиться. Но что я делаю с картошкой? Во-первых, она у меня взята из подвала уже недели 2. Просто у меня еще руки не доходили по разным тут обстоятельствам. Это черный принц. Смотрите, Картошка. она уже с глазками. Они уже вот лежали, она отогрелась, уже начала прорастать. Так, вот это вот мы в землю будем сажать прям всю картофелину или по глазкам как-то? Всю картошку. Всю картошку. Так, только вот То что есть я сейчас с ними у буду... некоторых есть такой момент, что можно разделить по глазкам, и как-то вот так считается. Но наша героиня предпочитает сажать... Для урожая Да. нам нужна картошка именно где-то вот примерно таких вот размеров, чтобы Таких хороший размеров, урожай. да. Да. Большая картошка, она, к сожалению, крупная, не дает хороший урожай. Мелкая, То есть, она смотрите, она у слабовата. вас, вот, я Средний. поняла, откуда вот такое выражение «отборная». Посмотрите-ка, они все примерно одинакового Да, размера. тут есть глазков много, я взяла уже покрупнее. Это черный, как вы сказали? Черный принц. Черный принц, фиолетовая, да? Картошка Фиолетовая. любимая Но всеми нами. она внутри белая. поэтому белая? она такая, да, А вот это? Это у меня белоснежка. Так, и И прям здесь видно. у меня скарлетт. Скарлетт? Тут у нас тоже ее выращивают. Ну, она такая розовая, да? Розовая, красивая. Красивенькая. Ну вот что вот теперь с ней надо делать? Я просто не успела ее, как говорится, когда еще глазки спали. Я ее обработала бы даже, может быть, и купоросом подержала раствор такой не сильный. Опять-таки в профилактических целях? В профилактических целях. Чтобы не было каких-то там заболеваний. Потому что поле-то одно. Если мы туда будем заносить, что попало у нас. Но там самый всё страшный это вырождаться кто? Проволочник, да? Для картофеля? проволочек, но очень большая это парша и фитофтора. Если занесешь это с картошкой, с клубнями, я поэтому со стороны, когда беру семена, я их вообще отдельно сажу, чтобы мое поле не портить. Был у меня случай, что парша была, мы поле все проливали купоросом. Вот это да. По поверхности вот так. Прокупоросили, парша исчезла. Я так была поражена вот этому методу. Вот, дорогие друзья, берите на вооружение, прям записывайте, что парша – это вот Проволочник, купорос. который очень сильно портит урожай. Тоже на проволочника мы тоже нашли управу. Мерзлую землю, когда вот так уже промерзать начала, просто приложили все усилия, перекопали глыбами вот так. Они же все спрятались там где-то зимовать, они устроили гнезда. Понятно. То есть, мы их всех подняли. Да, когда уже Дырок морозы подударят, это дело происходит им под деваться зиму. некуда, и замерзли они. И у меня проволочника практически нет на огороде. Вот, интересный появляется, ну, я там, чтобы они... То есть никакой химии абсолютно? Да, химия там вообще не нужна. Ну, можно для того, чтобы проволочник туда не лез, подсеивать горчицу. Да, так многие делают. Я знаю про это. Сыпать в гнездо жмых горчичный тоже помогает. И зола. Ну, золу, конечно, картошку прямо на золу никто не ложит. Делаем ямку, Не кладут. туда золу и засыпаем золу, и потом сверху уже ложим, чтобы на золе прямо она не лежала. Ну, Но зола кладем, да? там отпугивает. Так, вот здесь вот у вас опилочки. Это Так, для чего? теперь вот, чтобы проращивать ее. У нас же климат такой непредсказуемый, непонятный. Бывает очень холодно. Если картошка садишь, ее когда кладешь в землю, она может просто от влажности, если вдруг дожди пойдут, просто загниют клубни. Такие варианты вот на Кольском полуострове тоже сестра садит. Кто поторопился посадить вот так картошку без корней, сгнила, пересаживали. А там лето-то вообще короткое. Да. Я для этого что Обидно, делаю? конечно. Да. Тут у меня вот наш производитель нам тут подкинул эмбиоту. Так. Я заливаю ее сюда. Она в жидком виде есть, да? Да, вот она, жидкая эмбиота. Где у меня колпачок-то? Тот колпачок, другой колпачок. Вот я его. А вот ее колпачок. Вот Вообще рекомендуется колпачок. один колпачок на литр, это 10 миллилитров. Но для обработки у меня был очень сильный опыт. Я в 2 раза просто развела на такую бутылку, еще бутылку воды, и помыла огурцы. Огурцы у меня не болели все лето. Ничего там не заводилось в них. Не Поэтому- болели, имеется в виду семена?
Нет, я прямо кустики помыла вот концентратом таким, который в 2 Да раза вы просто что? развела, и Ничего все. себе. Вы его опрыскали, да? Я их прыскала прямо сильно так, чтобы они прямо мокрые были. Эмбиота. Маленькие То есть, кустики. смотрите, это вот, да, еще один, смотрите, способ, как бороться с болезнями и вообще как проводить профилактические вот эти Никаких вот мероприятия. пятен, никаких засыханий, даже клеща не было. Обычно То есть клещ эмбиот это совершенно безопасное биологическое. Да, биологическое средство. Там очень много Сейчас бактерий. что мы будем делать? Вот теперь я сделаю тоже концентрат вместо одного колпачка на литр. Тут 5-литровое ведро. Я их могу сделать туда 20 10. штук. 20 даже? Да, концентрат посильнее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это практически 11, полбутылки. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот почти 3 Да. бутылки уходит. Так, в следующий раз просто 3 бутылки наливать. Теперь вот это вот мы замочим. Я полью здесь, выдержу для обработки растения, этих клубней. Так, это мы чем занимаемся сейчас? Мы обрабатываем ее для профилактики болезней. Это вот заселяем друзья тут дорогие, бактерии. эмбиота. Можно марганцовкой, но вот это средство работает хорошо. Мне понравилось. Вот заливаю все это здесь. У меня для этого еще, для того, чтобы ее проращивать, она здесь вот пусть полежит. Может полежать, ну, в принципе, она может тут долго полежать. Ну, долго это как? День? Я до часа. Нет, день она там вымокнет, задохнуться. Но для этого я еще, чтобы ее проращивать, чтобы она хорошо, корни у нее не обсыхали, я готовлю опилки. Опилки у меня свежие. Мы уже как-то касались этой темы опилковой. Что вот так вот в ведре я ее замачиваю. Тут у меня и мочевина засыпана эмбиотом, но я сюда еще гумат залила. С гуматом вот здесь она туда залита. Чтобы Ну, в общем, немножко да, состарить, чтобы они были... мочевина, гумат, чтобы она- эмбиота. Опилками еще пахнет, но все равно мы даже в сухие, совсем свежие сыпали, и нормально было. А тут она уже как бы с питанием, это, эти опилки. Потом это, вот она пока лежит, полежит немножко. Теперь у нас еще второй вопрос. У нас очень тоже рано сеют морковку. Я не тороплюсь. Что там эту землю ковырять, когда нам назло? Что я делаю с этой морковкой? Она у меня выходит буквально за 5 дней. Мы оттуда отвлекемся. Пусть картошка полежит. Так, То есть вот эксперимент. держим. Да. Держим сейчас я пакетик. Сюда засуну. Так, вот сейчас мы будем колдовать над морковкой. Над морковкой будем колдовать. Сейчас я ее так делаю, эту морковь, и она всходит очень быстро. У нас, смотрите, вот стаканчик, ситечка, марлечка. Так, марля и уже семена морковки. Сейчас Нанская, да, у вас или какая? это шантаны. Я нанскую шантаны обычно люблю. Мне тоже нравится нанская. Осеннюю король иногда и тоже сею, где-то не нашла я их, но Ну, тоже буду самый замачивать. популярный, наверное, Да. сорт у нас. Может, просто его знают все, поэтому. Нет, но она и хранится хорошо. Так, и что я теперь делаю? У меня вот тут горячая вода. Ага. Сколько она там температуры? Вот она 57 градусов, это самое то, что нам надо. 50 Термо- градусов? 57, до 50. 60 До градусов. 60. Осторожно, руки. Мы ее промываем Так, промываем горячей водой. горячей. Вот она тут несколько минут полежит, промоется. Мгм. Сейчас мы ее будем вместе с этим отжимать, с пакетиком. Семена моркови, укропа, они покрыты сверху эфирными маслами, которые затрудняют ее схожесть. Поэтому вот я ее промываю горячей водой. Вода, смотрите, желтая, как будто эмбиоты налила. А вода была прозрачная. Это вот эфирные масла смываются. Вот так вот, горячей водой. Несколько раз их там окунать и отжимать. Так, потом. Так, теперь можно их немножко в холодную воду. Где у меня тут холодная вода, она вот тут с гуматы не повредят. Немножко в гуматах. И вот она промытая. И теперь я в этом же пакетике ее положу немножко на проращивание. Но куда? Не в тепло. А куда? Морковка очень любит первое охлаждение. Прохладу. Я ее буду ложить в холодильник. В морозилку, что ли? Нет, не в морозилку, но рядом с морозилкой, чтобы они просто мерзли. На Понятно. ночь туда, днем можно вытащить на тепло, на ночь опять туда, и так 3 дня. После этого посеете, там свой тоже метод у меня посева есть,
посеете, буквально 4-5 дней она полезет. Зачем ее сеять так рано, я не знаю, она стоит, А урожай бедная. когда? Так же, как обычно. Где-то Да, вот в конце августа, да? в конце августа, ну, ее можно уже и раньше дергать, но в конце августа, а если осень теплая, зачем торопиться ее выкапывать? Не хочет она, мокрая стала, потом я ее доделаю. Вот, короче, так Ну, в поступает общем, с вы морковью. поняли, друзья дорогие, Так, это теперь очень вернемся к оригинальный картошке. такой способ посеять морковку. Вначале ее, значит, вот в такие ванны, в горячую ванну, в прохладную вода водичку. желтая стала совсем. Это вот кипяточек. Ну, не Ну, так кипяток, а 60 До градусов. 60 градусов. Ну, а затем мы кладем в этот пакетик в холодильник, но не в морозилку. И вот так вот 3 дня. Ну, а потом посев. Раскачку делаем. Холод, тепло, как в природе. Но днем греем, ночью мерзнем. Опять греем, мерзнем. И вот это эфирные масла смываются еще активней. И она набухает хорошо. И всходит Хорошо. быстро. Но вернемся Так. к нашей картошке. Что там с картошкой нашей? Так, Мы ее должны грамотно прорастить для того, чтобы вот этот материал потом пересадить уже в поле. Этот опыт еще у меня был взят от отца. Мы совсем на севере, когда жили. так, Земля там холодная. Это в Верхояне? Не, Колыма. Ага. И вот они эту картошку, папа всегда так делал. Он ее замачивал, ну тогда марганцовкой держали, чтобы не обеззаразить. Потом вот так вот укладываешь все эти картошечки. Тут в эту коробку можно их положить несколько слоев, пока полная не будет. Наложили, можно довольно плотно ложить. А кто-то просто поливает их, вот кладет и там целлофаном так укутывает. Ну, в общем, способов много, но вот Да. давайте познакомимся вот с этим интересным Зацепилками. Можно песок, способом. но он тяжелый, когда таскать. Да, Песок да. тоже хорошо. Это таскать потом, когда до посадку, потому что коробкой же этой же и тащишь, они же все будут с корнями, их отсюда не вытащишь. Поливает, имеется в виду опрыскивает. Опрыскивать, вот, да. Можно опрыскивать, но я их замочу в эмбиоте. И вот таким путем. И сверху я их покрываю. Так, причем это не простой какой-то материал, это опилки, сдобренные целым коктейлем, скажем так, Да, полезных тут вещей. мочевина, И гумат. мочевина. Мочевина и гумат. Гумат и Эмбиоты, мочевина. да, ты Все, прикрыли. прикрыли, потом Сколько здесь- будет стоять это дело и где? В Ну, тепле? теперь будем ждать, когда земля согреется. Мы тут еще несколько слоев наложим, и она уже всходить начнет такими. И будем вытаскивать, и она будет вот так с корнями, с бородой, с опилками. Какая красота. И вот И уже прямо прям сразу прямо вы как сажаете. рассада в И стаканчике. уже сажаете. И высаживаешь, и она тоже очень быстро всходит, Сходит. моментально взойдет. Вот какой интересный способ. Это просто вот удивительно. Так, в общем, кто любит картошку и занимается картофелем, вот можно взять на вооружение вот этот интересный способ. Он простой, но Смотрите, довольно-таки эффективный. маленькое отхождение. Это мы все уже с картошкой сделали, это я все продолжу потом. А делать. где мы храним это? На улице? Это можно в теплице уже В теплице поставить. можно. А, еще я хотела сказать, картонки картонками, но вот эти вот ящики, это просто кладезь для этих целей. Просто уже их накрываешь крышкой, когда сюда Вот, положил. смотрите-ка, она вот, тут не не замерзнет. надо выкидывать вот такие вот штучки, да, засорять нашу планету, а вот, пожалуйста, для Использовать огорода её. используйте на здоровье, А потом и крышечкой очень закрыла, полезно. всё, она там тепло. Прекрасно. У меня в -5 вон вся рассада стоит, не замерзла. под Да-да-да, я вот с обратила крышкой. внимание, у вас очень много таких ящиков. Так, и вот теперь у меня что? У меня эксперимент. Я везде экспериментирую. Так, Это тут у меня вас вот картошка, Вот что ли? посмотрите, два клубенька. Разные, все разные сорта. Невская. Так, вот они разные, смотрите, сорта. По ячеечкам лежат, прямо на картошках написаны сорта. И вот теперь, вот, чтобы их не перепутать, это может смыться, поэтому каждую картошку буду отдельно вот так замачивать, обрабатывать. И каждую отдельно ложить, чтобы потом не путаться. Везде все это подписывать. Это у меня еще таких 2 коробки полных. Ничего себе. Это вы в разные сорта. То есть это делаете вы для чего? Для того, чтобы ради интереса спортивного или как? Для интереса, а потом еще узнать, какой сорт у нас будет более продуктивный из этих всех. Они, потому что не всегда все подходят. Ну да. Бывает, что сорт, еще там есть очень вкусные А сорта. некоторые даже вот так делают. Они снимают свой урожай, оставляют на семенной, как бы, ну вот эти все дела, семенной материал. И спрашиваешь у людей, а какой у вас сорт? Да я не знаю, говорят. Ага. В общем, сажаем, да и сажаем каждый Тут год. вот, смотрите, А еще посмотрите, что делает наша героиня. вот мисс Мисс чего Мисс там? Блаш.
Мисс Блаш? Смотрите, какая пестрая, Боже ты мой, это, ну, Разноцветная. действительно мисс. Посмотрите, какая она. разноцветная. Красавица. Мгм. Вот и столько сортов. Вот тут другой вариант, такая черная с этим маскарад. Мгм. Это же очень интересно. А где вы, это Это мне покупаете или сестра как? отправила сестра с Польского. Она отправляла. везде Мгм. выписывает. И вот Мгм. то, что у Понятно. нее за короткое время успевает, хорошо. Успевает вырасти. Представляете, на Кольском полуострове вот Там 1,5 месяца да, лето, если да. есть. У нас немножко нас и- процесс подольше. Лето длиннее. Да, у нас, а у чуть-чуть. них вот она вот это Мгм. все, и она выбрала самое то, что у нее буквально взрывной урожай, и собирать можно его. Понятно. И вы решили в этом году попробовать, какой сорт Из тех пойдет. будет наиболее продуктивным, да? И А вот это вот имандра выведено в Ага. апатитах, апатитский сорт. да, Там же есть озеро Имандра, вот и по имени Ага, Имандра и ага. апатитский сорт. понятно. Очень скороспелая. То есть скороспелая, вот интересно, вот эта имандра что покажет, и а меня потом вы нам скажете, да? Да, ну по потом секрету, подводить будем итоги. какие сорта у нас ранее спелые и действительно раненько, так сказать, Можно поспевают. использовать уже, да, и можем, урожайность от какой... молодую картошку попробовать где-то уже, может быть, даже в июне, да? Ну, в или июне, наверное, рановато в будет июле? все-таки. В июле уже, наверное, можно будет Ага. скороспелочку Ну, давайте копать. в июле, да. Если еще таким методом выращивать, В она середине очень лета. быстро взойдет, Мгм, хорошо. корни Значит, нарастет. вы здесь вот, это мы пока уберем, да? Мгм. Так, и вот здесь вы вот эти сорта сюда Нет, закладываете. это все это отдельно? на каждый, вот все коробки. Отдельно, По на все отдельности, коробки? потому что на Мгм. поле я буду тоже один сорт сажу, Мгм. и там все они есть. И вы подписываете? и ставим колышко, потом некоторые сорта, вот я их и так вижу, я Ну, давайте чередую. мы вот это уберем и поставим, посадим другой, да? Вы, вот мы же уже замочили как бы Ага. картофель-то. Так, это мы Так, в вот теплицу. теперь это мы в теплицу занесем. Так, эту эмбиоту можно будет использовать еще. Давайте и эту скарлетт положим. Скарлетт, да. Красивая картошка, красивая фиолетовая. очень. У нас в Якутии многие говорят просто, какую ты любишь картошку? Белую кто-то любит, а кто-то любит красную. Но и сортов-то их, ну, прям сотни, наверное, да? Картофеля. Они все разные по вкусу. Но я вам по секрету еще скажу, у меня там где-то есть картошка, которая как на вкус орех. Ну, надо же. Она С ума не сойти. очень урожайная, но и очень интересный вкус. Мгм. Вот тоже интересно же. Да, это очень интересно. Тем, кто сидит, следит за фигурой, ну, сейчас все стараются, да, как-то Ну, как себя раз на один- поддерживать, на свое один здоровье. ряд То есть хватило. можно изучить этот процесс довольно-таки плотно, обширно, скажем так, погрузиться в эту тему и выбрать тот именно сорт, который будет полезен для вас, для Для- вашей семьи. Для своего Да, здоровья, чтобы да, и для вашего здоровья именно. Все-таки все равно Всё. картошечку Мгм. хочется, но не всем Вот, людям. Вот очень так. хороший ящичек, аккуратненький. Еще один слой положу, Мгм. потому что крышечка, она высокая. Мгм. Если второй слой сюда положу, она не будет там Класть. прижимать, Будем задавливать. так. Хорошо. И следующий у нас какой этот сорт? Белоснежка. Белоснежка, Вот это да? крахмалистая очень. Ага, очень крахмалистая. То есть это для здоровых людей, скажем Для так, да? здоровых людей. Мгм. И У кого очень- нет проблем с сахаром. Да, и вот на пюрешке, Мгм. потому что пюрешку диабетчикам нельзя, а это вот мыши поели. Говорят, что зеленую не едят, но они зеленую съели. Мгм. Это что-то неправильные мыши. Да, то Они у есть- меня в саду хозяйничали. В этом году они у меня вот от сада сюда все вот убежали в Так, подвале. подождите-ка, а вы же говорили, дегтем вы там с ними боролись. Ну вот теперь надо мне в подвале тоже деготь. Я в подвал не положила. Теперь везде будет деготь. Весь дом будет пахнуть Дегтем. дегтем. Ну, деготь это, Ну, это знаете, же натуральное. натуральный, и привыкнуть к этому запаху, мне кажется, А он можно. немножко выветривается. Вполне, да, и вполне нормально. выветривается он очень хорошо. Так что Вот подъели мыши. Мгм. Ну вот она ничего не портится. мышки подъели. Мышки подъели. Даже зеленые, потому что ее и для этого и зеленят, чтобы мыши не ели ее. Мгм. Подъели, все равно едят. То есть вот такой вот у нас И самое получился. главное, что Мгм. картошки, мыши, что у меня больше всего облюбовали? Ящики некоторые вообще не тронули. Они вот эту скарлетт. Почему-то Скарлетт полюбили, Почему-то да? им скарлетт очень понравилась. Оп, понравилось. ладно, Вот потом- ветер начался. Потом поймаем. Так. Далеко не улетит. Тут присыплю сколько может, чтобы она Мгм. уже не обсыхала. И вот сюда мы засыпаем опять-таки Еще один слой. еще один слой опилок. Вот. Так что у кого имеется, ну, допустим, столярными какими-то делами занят, кто-то у вас занимается на вашем участке, то есть
Пожалуйста, вот эти опилки могут стать прекрасным Если их еще материалом с осени готовить, для чтобы они старели, еще лучше было для бы. рассады картофельной. То есть получается, что мы сегодня занимаемся рассадой, да, Рассады картошки. садим картофель. Вот, Да. и выращиваем ее как рассаду, клубни вот картофельные. Мы таким путем вот садили картошку, еще мы поле грели, А как вы грели? пленку ложили. Мне на свадьбу надо было в начале Клали, августа, да? чтобы Так, была, так. чтобы картошка была уже крупная. В начале. Главная цель поставлена. Да, Так, цель вы была ее добились? поставлена. Добились. Прекрасно. Пленкой накрыли, вот так же прорастили и выкапывали уже огромные картошки в начале августа дочки на свадьбу. Вот это да. Крупные уже были. Вот, друзья дорогие, смотрите-ка, как можно. Ну, землю надо греть. Ну, вот с таким ветром эту пленку всю уносит. Ой, Вот. красавчик пришел. Пришел ругаться, что его туда не пустили. Под комментарии нашего гостя мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, желаем вам прекрасных урожаев картофеля. Ну и ваше слово. Ну, конечно, что я могу пожелать? Дерзайте, мечтайте и стремитесь к исполнению мечты, особенно вот с садом. Что захотите, это все в наших руках, мы все можем сделать. Хороших урожаев Картофеля. картофеля.